Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Лингвокультурный центр при деканате Остинской филологии Госуниверситета продолжает свою деятельность по развитию остинского языка. Педагоги прочли лекции учащимся Лениногорского района. Их роль в достижении здоровья бесценна. За многолетний добросовестный труд и в связи с Международным днем медицинской сестры в Минздраве прошла церемония награждения. Разговор о жизненном пути и творческой карьере. Гостем программы «Вслух О» стал народный артист Южной и Северной Осетии Феликс Царикати. Преподаватели Гостинского госуниверситета провели встречи со старшеклассниками Лениногорского района республики. Лекции учащимся проведены с целью привлечения внимания к родному языку. Профессорско-преподавательский состав в своих выступлениях отметил бесценный вклад выдающихся остинских ученых, поэтов, общественных деятелей в сохранение и популяризацию остинского языка. Анжела Кукоева поделится подробностями. Лингвокультурный центр при деканате Остинской филологии Госуниверситета продолжает свою работу. Преподаватели ЮОГУ посещают образовательные учреждения и в районах республики. На днях они выехали в Лениногорский район, где прошли встречи с учащимися старших классов Орчусанской и Тинягарской средних школ. В начале лекции собравшиеся почтили память выпускника Орчусанской средней школы Энвера Дряева, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Школе присвоено его имя. خبرودیس قوستندریم گرتندر که ایمه служба پورتالچی در فرستیمه من هفته کالکتیویمه قوستادندر هفته ای خود مرتبس نمشتو اریمه نیشکولا مسافینک سفرم من اینو نیشکولا راخونه فسیبد قام انا من قدر ترنوی هم آدیمکتاد و نیدیال تسته ومما أخم أديماغ كاتس يخي يودنا بقطة مافتما أرلاوديس زناجنخ. Преподаватели высшего учебного заведения поделились опытом и наработками, которые могли бы способствовать популяризации и развитию остинского языка. В частности, профессор Зоя Битарта рассказала о бесценном наследии выдающегося ученого-осетиноведа, доктора филологических наук Николая Гапараева. ما آبون در از دقن افته نیکالا کدین انکارنا دو نیتاور انکارنا زرد انکارنا чутье слово да хафта его прогонден der ней. Родной язык для каждого народа является основополагающей и главной составляющей нашей национальной культуры. Однако сегодня мы сталкиваемся с проблемами касательно сохранения и развития осетинского языка. يونسكا نفستا يو دساز روزمافتا ایران نفزاق فنزاز فستا في سفتزانيس نولو زانيس ارمس مخفزاق نفل زبير افزاق تاتنگ مدز مخفزاق در بخودي سيخزان هرنستا زغنافتا آبون سووري سيرون نفزاق او سووري كن وزم ودساز فستا ایران نفزاق نولو زانيس ومن ما في دار قدا ومن ما از افدای فرست ما زفست ما کوس استودنت ما اما استودنت ارتاز راز ما سقود کن نادی ما ودست آبول و سقود کن نادی ما نالست و دا ویتا برورد کنم کس حسابی دون در وقت زگانی بنوتنی رایدیان کلاس در هفته استین نکلاس در هفته ما لما غیر چیزونه تنگ دیست تاجه فنستل در فتیز ده میبسغزارین مدل داریس فلا ایرون و نزونه Необходимо много работать, дабы сберечь родной язык, и в этом деле важно сконцентрировать силы на подрастающем поколении, отметила Битарта. ناتسي يوزاقل كنا زوروي يخوغل كنا ويلوده ودوتس ناتسي كردي نيكو بقوق كنزسته اما كردي نيكو بوردسته هاوی خورز بخورده کنم لیتراتور رو نفزاگر مستو اینو اما چی در زغم سگات نکتش مجیه زورد سمزیه مخت سمزیه کدار شمجیه وی راست نو لیتراتور رو نفزاگر یه بندوری سگن آگن خواست ده اما ویسی سگن آگن خواست دختن آب و نرما نی چیز اختافته رای بمی Далее доцент кафедры осетинской филологии Алла Бязарова прочитала лекцию «Тема формирования у обучающихся осознания вклада великого осетинского поэта Коста Хейтагорова в развитие осетинского языка».
Устой хозан мохма нарой гурдис, ама ватзаган рахча надарудзанис, саман офтазахын, уман ама устоян цвовартаудис, цавнолантайнудис, сама яхи сармогун сорт сорозо, ويدن كست قطاجو ومن مازون سموخ واتزغان ويبتر يفدي كي ارفستا افسدون خوخل اما واتس فاندوغل كوتس دايت وات كي زغني قوية صورت فاندوغ ودايت رسوق دمالخس. Народные традиции – часть культуры любого народа. О важности сохранения обычаев и патриотическом воспитании подрастающего поколения в ходе беседы с учащимися Орчушанской средней школы рассказал Серго Плиев. افزار لگسوارن تنگن سونو فلات سمای خورز لگسوی ویت خیقه دونه دیسکت سروز کس که کورکدن راستگ مکمانیس و دون سخور کند سمای سومبون منا نکارما مخاینو جدار خیستر کارما کلسواد ود فستما کروکسود ود آقاده کناد حالا ما ویاس فنداگ رستن ما خورزه ایست سارستون ما فسته خورزفدن وقتون اوی بنتون در نیست سارستون. Преподаватели Юго-Синского государственного университета также передали в дар школе книги. Библиотечный фонд пополнился трехтомниками Фарн-Вассо и методическими материалами. В рамках работы лингвокультурного центра лекция была проведена и работникам детского сада села Орчусан. Анжела Кукоева, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. 12 мая отмечался Международный день медицинской сестры. В честь профессионального праздника ряд медработников республики за многолетний добросовестный труд был удостоен почетных грамот. Министр здравоохранения Томас Джикаев в своем поздравлении отметил ответственную, необходимую сложную миссию, возложенную на медсестер на пути к выздоровлению больного, и адресовал им наилучшие пожелания. Оксана Джиоева продолжит тему. Почетной грамотой награждается Джиоева Эмма Георгиевна. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с Международным днем медицинской сестры сегодня прошла церемония награждения. Почетных грамот были удостоены отличившиеся медицинские работники. Почетной грамотой награждается Тасоева Федосия Михайловна. Моя любимая. Важно отметить, что в 2024 году исполнилось 50 лет с той даты, когда Международный совет медсестер принял решение об учреждении профессионального праздника Международного дня сестер милосердия. Доброта, забота и милосердие – неотъемлемые составляющие образа медсестры, отметил в своей поздравительной речи министр здравоохранения Томас Джикаев. Я очень рад сейчас здесь находиться, мне очень приятно, что мы можем и имеем право вас отблагодарить в вашем лице всех остальных медсестер. Нужно нам только, чтобы наши медсестры были профессионалами, что было всегда. Я работал, я могу ответственно заявить за это, что, по крайней мере, когда у нас были медсестры такие, что многие врачи их побаивались, там, особенно главные сестры и так далее. Я надеюсь, что старшее поколение всегда должно быть, это моя надежда, но надеюсь, что это так и будет, что будет передавать свои знания, опыт молодежи, и будет все у нас хорошо. Поэтому с праздником вас, всего самого хорошего, здоровья, и чтобы мир был, потому что без мира все остальное не имеет значения. Вы облегчаете страдания людей, поддерживаете больных на пути к выздоровлению, выполняете очень тяжелую и ответственную работу, добавил глава Минздрава. Надеюсь, у нас всегда с медсестрами все будет хорошо. Сильные, профессиональные медсестры. Спасибо еще раз большое. Почетные грамоты были вручены и медсестрам районных больниц. В свою очередь, медики выразили слова благодарности в адрес руководства Минздрава за поздравления и оказанное внимание. Оксана Джиоева, Рауль Кочев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.
В соседней Грузии все никак не успокоятся по поводу принятия проекта закона об иноагентах. Митинги как продолжались, так и продолжаются. Протестующие не собираются отступать. Однако, несмотря на протестные настроения, парламент Грузии все же принял законопроект. И уже завтра по нашумевшему вопросу будет принято окончательное решение. Яна Плеева продолжит тему. Нет российскому закону об иноагентах. Грузия – это Европа. Не пропустим пророссийский проект. Под такими лозунгами в Грузии продолжаются митинги. Тысячи людей ежедневно выходят на улицы Тбилиси и заявляют о том, что принятие документа препятствует европейской интеграции. К протестным настроениям также присоединились студенты разных высших учебных заведений. Однако, несмотря на многотысячные митинги, парламент Грузии все же принял закон в третьем чтении. Окончательное решение по столь скандальному вопросу будет принято уже завтра. В свою очередь, противники этой инициативы не собираются расходиться. Акции протеста в Грузии будут продолжены. Наряду с протестующими круглосуточное дежурство несут силовые структуры. Спецназ и военная техника находятся на территории парламента в Тбилиси. Собравшиеся в начале акции были спокойны, однако, учитывая цели прозападных кураторов, мирные инициативы вовсе не входят в их планы, а потому приказы со стороны привели к стычкам с полицией. Грузинский премьер Иракли Кобахидзе в свою очередь заявил, что правительство будет рассматривать и продвигать законопроект об иноагентах, несмотря на внешние противодействия. Я хочу предупредить каждого агрессивно настроенного члена молодежных группировок. Ни один противозаконный поступок не останется безнаказанным. Полиция будет действовать по стандартам выше европейских и американских. Парламент примет закон о прозрачности иностранного влияния, так как это запрос общества. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили грозится, что если закон примут, то она воспользуется своим правом наложить вето на него. Однако грузинский президент напрочь забывает о том, что подобный запрет носит лишь символический характер. Яна Плеева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Госансамбль песни и танца «Сим» продолжает радовать зрителей своим творчеством в рамках гастрольных туров. В 10-й годовщине провозглашения Луганской Народной Республики артисты выступили с сольным концертом в Луганске. Программа включала в себя номера, ярко показывающие всю полноту и красоту национальной хореографии. И, как всегда, полный аншлаг и подаренные восторженные эмоции зрителю. Подробности у Стеллы Бязровой. Очередной успех государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии «Сим». Прославленный югославский коллектив с сольным концертом выступил в Луганске. Концерт был приурочен к 10-й годовщине провозглашения Луганской Народной Республики. На сцене Луганской академической филармонии была представлена двухчасовая программа, которая включала национальные танцы и песни Осетии и народов Северного Кавказа. Выступление «Симда» в Луганске стало ярким событием в день 10-й годовщины провозглашения ЛНР, независимость которой первой признала именно Республика Южная Осетия. Вниманию зрителей были представлены зрелищные хореографические номера, среди которых и жемчужина осетинского искусства, массовый грациозный танец «Сим», выражающий мировоззрение и самосознание народа. Несмотря на то, что из-за военного положения в ЛНР концерт ансамбля «Сим» не анонсировался, зал был полон зрителей. Овации звучали после каждого номера, а в завершении артистам аплодировали стоя. Концерт ансамбля «Сим» в Луганске состоялся по договоренности между Министерствами культуры Российской Федерации и Республики Южная Осетия при содействии Росконцерта в рамках проекта «Мы – Россия». Стелла Бязарова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
Популярный телепроект «Зонда Зилахар» завершен. С января месяца на площадке национального телевидения несколько команд из талантливых ребят бились за право выйти в финал. В итоге за главный приз будут бороться 4 команды. Съемки финала пройдут уже в эту пятницу. Напомним, проект ГТРК ИР реализуется при финансовой поддержке президента и стал интересен как участникам, так и многим зрителям. Репортаж Алены Уттаевой. Грандиозное завершение интеллектуальной телевизионной игры в Госдрамтеатре в прямом эфире станут известны имена победителей телепроекта «Зонда Зилахар». За главный приз в финале будут бороться 4 команды. Osh projekti zanamunak makayzaqani qamanan daru paydo. Ama naqani restoran darma sabalattan dar. Osh projekti sabalattan sarastasты. Nojida razanch. Ana finalna oxir justa fajjahot oshishtirsin slavjusta. Ama sanaqani restoran bozotto taxsanchsel sabalattan kayzaqani qawi tank. Версогазjan приятно. Майтен хурзу. Телепроект «Зонда Зилахар» стартовал на телеканале ИР в январе. И на протяжении нескольких месяцев команды демонстрировали свои знания и эрудицию. Теперь пришло время подводить итоги, и командам, вышедшим в финал, придется встретиться в завершающей битве. Подготовка к финалу уже началась. Руководителей проекта Гримамьева и Юлию Бестаеву ждут последние приготовления. Финал, как обещают авторы программы, запомнится не только блестящей игрой финалистов, но и примерными песнями телеведущего проекта «Зонда Зилахар» Тимура Дзуцева. Манан фасташрис дувазорак. Модат хай ама ирастунат хай. Сармагундай модат хай фастан хаста мами тегри музиката тоттат мадина. Намагаска диста жозора градис модазорак. Бира адам зарда бо корженис. Докок зортамани ирастунат хай нахаста мен лавор бокутам. Цагот ирастуна از گخت کلتور آرخایک. من در تنگ دیسا جون خسته است مزار دو تنگ شنج. موزیکات من فستا پیت مورد. سرمون در شدست فینال مارست کم کم میفیره نم که شست آدم که زخنه قاچی در نتخصش حتی کنم نخی. Запись новых песен стала возможным благодаря финансовой поддержке президента Алана Гаглоева. Жертва как сезона финал дис видар дис комкума эфира амам президент ротто сертификат умодам дахшан записка 2000 вышахшаз записку тумашан 2000. На съемки финала телевизионного конкурса «Зонда Зилахар» могут попасть все желающие. Они пройдут в пятницу 17 мая в 18:00. Проект ГТРК ИР реализуется при финансовой поддержке президента Алана Гаглоева и способствует духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также развитию осетинского языка. Алена Алтаева, Алим Бетеева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Его вокальный диапазон позволяет исполнять самый разнообразный репертуар. Гостем программы «Вслух О» на ГТРК ИР стал народный артист Южной и Северной Осетии, заслуженный артист России Феликс Царикати. В интервью ведущему Тамерлану Дзуцеву популярный исполнитель рассказал о своем жизненном пути и творческой карьере. Эльвира Тибилова с подробностями. Я всегда говорю, у меня 2 недостатка. Я очень красивый и скромный. Гостем программы «Вслух О» режиссера и телеведущего Тамерлана Дзуцева стал народный артист Южной и Северной Осетии, заслуженный артист России Феликс Царикати. Недавно популярный артист приезжал в Южную Осетию с концертной программой и выступил на сцене Госдрамтеатра в Цхинвале, а также в городе Койса. Песня уже родилась вместе со мной. Ты говоришь, когда она рождается. Она уже родилась вместе со мной 13 сентября 1964 года. И я счастлив, что я на сцене, я счастлив, что я вижу зрителей, я счастлив тем, что они ко мне пришли, ушли с хорошим настроением, получили массу удовольствия, получили энергию, которую я, не жалея, отдаю своему зрителю. Но я не буду лукавить, потому что, наверное, я тоже питаюсь этой энергией, без которой я тоже не могу жить, как артист. Царикати рассказал о своем детстве, о том, как началась его музыкальная карьера. Маленький Феликс самостоятельно изучал игру на гармошке, а в 7 лет, вдохновленный творчеством Муслима Магомаева, начал петь. Пока учился в школе, участвовал в смотрах художественной самодеятельности, занимал призовые места. Окончил ГИТИС, являлся лауреатом вокальных конкурсов Ялта-91, Юрмала-89.
мне посчастливилось участвовать в конкурсе «Ялта-91» молодых исполнителей эстрадной песни. Я стал там узнаваем, я стал там известным. Буквально за 5 дней я стал известен на весь бывший Советский Союз. У меня сразу было огромное предложение участвовать в тех или иных концертах. И так я ушел с театра оперетты и стал эстрадным певцом. Но я лечу с тобой снова, я лечу, эх, одно слово, я кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Вокальный диапазон Феликса Царикати позволяет исполнять самый разнообразный репертуар. От легких эстрадных шлягеров до проникновенных романсов. От народных песен до оперных арий. Феликс Викторович не зря получил звание заслуженного артиста России. Красивый бархатный баритон певца любит и слушает вот уже не одно поколение меломанов. Есть дружок у меня, я с ним лично знаком, но не я молчу, даже слушаем дружком, почему-то молчу, даже слушаем дружком. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. В интервью Тамерлану Дзуцеву народный артист Осетии рассказал о своем участии в популярном телешоу «Суперстар». Участие в подобной передаче позволило звезде попробовать себя в новом жанре. Вокал Царикати использовался в 3 фильмах. В картине Рафаэля Гаспарянца «Легенда горы Тбал» 1994 года он выступил в качестве актера и певца в роли молодого абрека Уресхана. За заслуги на музыкальной сцене Царикати награжден медалями «Золотой голос России», «Профессионал России», «Достояние России», «Голос Отечества» и орденом «Добрые люди мира». Эльвира Дебилова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Полностью программу «Вслух О» с участием Феликса Царикати поклонники творчества певца смогут посмотреть в эфире ГТРК ИР в самое ближайшее время. К новостям спорта. Интересной получилась матчевая встреча шахматных команд Севера и Юга Осетии. Турнир приурочили к 9 мая. Команды из сильных игроков состязались на базе Хитагуровской средней школы и показали высокий уровень подготовки. О победителях и призерах узнаем из материала Агунды Губозовой. В честь Дня Победы в республике прошла матчевая встреча шахматных команд. В интеллектуальных стартах приняли участие порядка 35 спортсменов из Южной и Северной Осетии. Турнир объединил разные возрастные категории, команды были сформированы из сильнейших шахматистов, а потому турнир получился интересным и зрелищным. У нас гости из Северной Осетии, это команда города Моздок и Владикавказа. Кроме того, к нам приехали из села Цинагар 2 городские школы и школы Белая Ладья, шахматной школы, и сама вот Хитагуровская средняя школа тоже представила 5 игроков, 5 участников. Проходит уже первый тур. Команды примерно одинакового сильного уровня. Мы ожидаем очень интересный сегодня турнир. Вот формат такой впервые у нас в Южной Осетии. И я надеемся, что это будет уже традиционный турнир. Соревнование прошло на базе Хитагуровской средней школы. По словам организатора спортивного мероприятия Самаза Габараева, к организации данных стартов руководство образовательного учреждения подошло со всей ответственностью. Спасибо Хитагуровской средней школе. Они очень помогли в организации данного турнира. Кроме того, наш спонсор тоже помог в приобретении всех призов, кубков и сувенирных подарков. Поэтому ему тоже огромное спасибо. За игрой юных интеллектуалов пристально наблюдала судья всероссийской категории Лариса Чемоданова. Она приехала из Владикавказа. По окончании первого тура судья отметила высокий уровень подготовки юных интеллектуалов. Они готовы, играют хорошо, стараются. Идет упорная борьба. Никто не уступает. Борьба, как вы видите, партии затянулись.
Все на равных. Все замечательно, молодцы, очень приятно видеть радушный прием. Думаю, что в дальнейшем будем сотрудничать обязательно. Пообщавшись с ребятами в процессе игры, было предельно ясно, что курс взят только на победу. Я приехала из Владикавказа. Этот турнир я ждал. Командный турнир у меня был первый. И первую партию я выиграл. Игра была сложной? Он хотел меня поймать, но я не поймался. Уже прошел первый тур, и наша команда из Белой Ладьи пока что в первом туре одерживала победу. Соперники тоже очень сильные, хорошо подготовленные, но в любом случае всем желаю удачи и здорового духа соперничества. По итогам соревнований заслуженное первое место с 18 баллами завоевала моздокская команда. Второе место заняла команда мальчиков Юго-Остинской шахматной школы «Белая ладья». Они набрали 17 баллов. Тройку призеров замкнула команда девочек из школы «Белая ладья» с 15 баллами. Призеры были награждены кубками. Остальные участники турнира также получили медали и памятные подарки. Агунда Губозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью плюс 6. В Цавском районе днем 9 градусов тепла, ночью плюс 7. В городе Квайса днем плюс 9, ночью 7 градусов тепла. В Ленигорском районе днем 11 градусов тепла, ночью плюс 7. В столице республики Цхинвале днем плюс 12, ночью 7 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джиоева, желаю вам всего доброго и до свидания.